В Джейрахском районе введен режим повышенной готовности. Все районные экстренные службы работают в соответствии с постановлением о введении режима. Работники РЭС Джейрахского района проводят аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи. Работники Ингуш-Автодора устраняют последствия прошедшего ливня. Проводится мониторинг уровня воды в реках. На заседании антитеррористической комиссии Республики Ингушетия обсудили меры по противодействию терроризму в регионе, сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Он отметил, что в фокусе внимания находится защищенность топливно-энергетического комплекса, объектов торговли, мест массового пребывания людей, религиозных организаций и санаторно-курортных оздоровительных организаций гостиничного типа. Правительство направит дополнительно более 810 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии. Средства пойдут на софинансирование расходов регионов с февраля по март текущего года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. В числе таких мероприятий создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а также привлечение в отрасль квалифицированных специалистов и установление экономически обоснованных тарифов. Ингушетия возобновит авиасообщение с Карелией. Перевозки будут осуществляться воздушными судами авиакомпании «Северсталь». Первый рейс состоится 10 июля. Самолеты будут летать в международный аэропорт Магаз один раз в неделю по средам до 28 августа. Авиарейс является субсидируемым. В Ингушетии ведется мониторинг состояния объектов культурного наследия. Специалисты провели инспекционную поездку к архитектурному комплексу «Гарак» в Джейрахском районе. В ходе поездки зафиксированы 1 боевая и 3 полубоевых башни, 27 жилых башен, 7 склепов, 1 каменный родник и 78 стел. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесенные правительством России поправки в налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы, а также законопроекты по индексации пенсий военным пенсионерам и по введению для семей с 2 и более детьми налогового вычета при уплате НДФЛ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Официально трудоустроенные пенсионеры не получат компенсацию за пропущенные индексации пенсий после приостановления индексирования с 2016 года. Указывается, что поправки вносятся в закон о страховых пенсиях. Согласно документу, работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату в размере, установленном на 31 декабря текущего года, без учета ранее неполученных средств. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект начнут рассматривать на следующей неделе. На играх БРИКС сборная России досрочно завоевала первое место в медальном зачете. В копилке сборной 173 золотые, 101 серебряная и 60 бронзовых медалей. Сборная Белоруссии и сборная Китая заняли 2 и 3 места соответственно. Игры БРИКС проходят в Казани. Они стали площадкой для встречи спортсменов из более чем 90 государств. Соревнования продлятся до 24 июня.